На сегодняшний день ситуация сложная и в финансовом плане, и в плане наполнения, то, что вы говорите, контента, да, и в плане кадров. То есть, в принципе, наиболее, наверное, острый вопрос, да, ну, ситуация сложная по всем направлениям, но в первую очередь, конечно, остро очень стоит вопрос финансовый, финансирования. Ни для кого не секрет, что сейчас происходит в стране, да, и все-таки бюджеты пересматриваются, и есть сложности с получением денег. Приступила я к этой должности достаточно недавно, да, и сейчас пока вникаю, и конкретного ответа у меня нет. Почему именно вот так? Вот. До этого я работал в коммерческой структуре, где, в принципе, у меня не было никаких поддержек, да, вот именно со стороны бюджета. То есть я мог рассчитывать только на себя, на свой отдел продаж, и, в общем-то, я всегда мог предвидеть, что у меня будет через месяц, через два. Сейчас эта должность, еще раз повторюсь, для меня новая, да, и пока я, так скажем, пытаюсь понять, почему вот произошло то, что произошло. У меня уже есть кадровые, так скажем, изменения в коммерческом отделе, потому что не то, что изменения, отдела по сути не было. То есть, когда я пришел, это не коммерческий отдел, это не отдел для зарабатывания денег, да. Это, вот. Сейчас там уже появились, у нас в газете появились новые люди, которые занимаются именно продажами. Но тут есть обратная сторона. Не хотелось бы превращать газету, да, именно в рекламную. То есть она может стать просто неинтересной для читателя. То есть тут важно найти такую золотую середину между рекламой, да, и наполнением, именно информационным. В нашей редакции две газеты. Да, это газета «Ухта» и газета «Республика Ухта». Газета «Республика» выходит по средам тиражом 20 тысяч. На ближайших планах, это, я думаю, где-то 2 месяца увеличить этот тираж до 30 тысяч. На полгода до 50. Вот, если все пойдет так, как мы задумали. Вот. Еще есть газета «Ухта». Она, к сожалению, имеет очень маленький тираж. 2000 в неделю. Выходит по пятницам и по субботам. Вот. Но есть также план развития и этой газеты, потому что эта газета выходит по подписке. Да? И, в принципе, подписка тоже какой-никакой, но источник дохода. То есть есть много газет, которые живут за счет только подписки, да, или за счет продажи газет. Вот. Но сейчас тираж очень маленький, о заработке речи не идет, но есть план развития, надеюсь, что мы реализуем в ближайшие полгода также. Сейчас, на данный момент, очень сложно сделать какое-то оживление, имея вот тот кадровый состав, который есть. Поэтому оживление нужно начинать с новых кадров. Если, и работа ведется уже, если у нас получится найти каких-то ярких, молодых, амбициозных людей, да, журналистов, которые готовы работать в этом издании и будут делать какие-то яркие материалы, ну, в общем-то, вот это и есть оживление. Первое – это УГТУ, да, кафедра связи с общественностью. То есть мы уже достигли определенной договоренности. Ну, у нас вот в среду, в частности, в среду будет встреча завкафедрой, и мы будем разговаривать по сотрудникам. Второй момент – это кафедра журналистики, да, здесь в Сыктывкаре. Тоже переговоры были, и я думаю, что на следующей неделе мы встретимся. Вот. Также мы написали письмо в Киров, также на кафедру журналистики, что готовы рассмотреть любые варианты, вплоть до предоставления жилья в городе Ухта. Я не привык перекладывать на кого-то ответственность. Я понимаю, какая ситуация сейчас в газете, да, и бизнес, не то что не бизнес, а газета хоть и не та сфера деятельности, в которой я был до этого, да, но тем не менее похоже. И я думаю, что муниципальным предприятиям нужно сейчас нужны руководители, так скажем. Не люди, которые вот, умеют именно делать только этот процесс, а люди, которые могут его организовать, создать необходимые условия и
создать нужные отделы, найти нужных людей, да, именно для того, чтобы предприятие функционировало как предприятие, не как вот газета, да, именно, а вот как предприятие, чтобы оно было полноценным. У него были все составляющие, необходимые для выживания на современном рынке.